Привет, YouTube! Это рубрика «Шах и мат». Ну что ж, погнали! Хартик уже, наверное, последние 20 лет учит о том, что мы должны быть учениками Христа, о том, что церковью должна управлять команда. Почему мы так медленно идем к вот этой идеальной модели церкви Христовой? Well, in recent years, I see, at least at home, I see progress. I see people who are open for these new ideas, which actually are not new ideas, the old ones in the book. But, well, we are more blinded by tradition than we think. And we just got stuck. This whole pastoral thing started or was adapted or was still accepted in the Reformation. You know, it comes from the Catholic Church. And there's one priest, and then the Reformation came, and Luther never changed this. Still had the one pastor thing. And just in recent years, we see, because we are coming closer to the end of this age, Jesus will come back and he will have a mature church. And we see this truth is now breaking through, and more people understand. And at the same time, the old system doesn't work anymore. I mean, there were many good pastors and many good churches. I don't want to give a wrong picture. But as we see in the Pentecostal charismatic move, it's getting worse and worse and worse. And this is because the old thing is not working. As soon as the new truth is on the market, God expects us to go with this. Я в последнее время очень много вижу, как все больше и больше церкви начинают двигаться в правильном направлении. Но, конечно, мы же понимаем, что есть у нас нечто старое. Допустим, система управления одним человеком, она же была, во-первых, установлена давным-давно. Это началось еще, например, со времен католической церкви, когда существовало понятие одного священника, и потом даже со времен реформации Лютер ничего не сделал по этому поводу. То есть эта модель управления, она всегда сохранялась. И я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. Я ни в коем случае не хочу сказать, что все эти церкви, которые управлялись одним пастором, они там были какие-то плохие или не такие, и что-то с ними со всеми было не так. Нет, смысл как раз-таки заключается в том, что это было чудесно, часто очень прекрасно, но Бог, когда Он выносит на поверхность какую-то очередную важную библейскую истину, Он правда ждет от нас, что мы на нее отреагируем, и мы ухватимся за нее, и мы будем двигаться вместе с ней. И мы же понимаем, что вот, например, сейчас в современном пятидесятническом и харизматическом движении вот то, как все было, оно уже просто не работает. Мы видим, как это просто уже не работает. И Бог, правда, ожидает, что церковь его, она ухватится за эти, не новые на самом деле, это старые, но заново открытые истины Писания. И вне всяких сомнений мы подходим к концу этого века, Иисус придет очень скоро. И мы понимаем, что к этому моменту у него будет зрелая и действенная церковь. И неудивительно, что сейчас церковь, она медленно, но верно двигается в правильном направлении. So I believe it will just take a few more years, and then this new thing is just established, and it's normal for everyone to build church like the New Testament pattern. I believe that. Да, я, например, всем своим сердцем верю, что уйдет еще буквально несколько лет, когда управление командное станет нормой в церквях. I see a fresh move of the Spirit in those churches who go with these new ideas or this new truth. И я вижу свежее движение Духа Святого именно в тех церквях, которые берутся за эту библейскую модель управления церкви. Если мы поговорим про команду, самые распространенные проблемы, с которыми сталкивается каждая команда, вот, исходя из личного опыта. Well, as I said already, humility is the foundation. If there's no humility, if I want to do my thing and I think I don't need them, or I'm the most important person and they're not that important, there will be competition, there will be jealousy, there will be tensions, and then relational problems and disunity. So the heart of the team is the fear, submitting to one another in the fear of God. That is the heart. And if this is not established, then it will not work. Да, конечно, как я уже до этого говорил, все реально упирается в смирение. Потому что до тех пор, пока люди в команде, они хотят превозноситься над другими участниками команды, считая, что их дар более важен. До тех пор, пока люди хотят настаивать на своих исключительно каких-то идеях, потому что им кажется, что они знают лучше. В общем, до тех пор и будут внутри команды разделения, которые будут связаны со взаимными претензиями, связаны с соперничеством, с какой-то внутренней завистью.
Это ключевой момент. Смирение и способность покоряться друг другу в страхе Господнем. So it's not about different personalities, it's about self-life. If that has not come to an end, team will never work. И вы же понимаете, это не упирается сколько в различные дары, сколько упирается во внутренние мотивы, во внутреннюю сущность самого человека. И до тех пор, пока вот этот вопрос не решен, команда как таковая не будет работать. And therefore, help from the outside, like apostolic ministry, is a great help for a team. Sometimes he needs to step in and rebuke this person, sometimes the other one, or encourage him, and, to help the team to function. This is very important. Именно поэтому внешние люди, апостольское служение, которое приходит извне, играет такую ключевую роль, потому что когда наступают какие-то тяжелые времена, люди приходят, они независимо рассматривают те или иные ситуации, они упрекают в один раз одного человека и призывают его что-то поменять, во второй раз второго и третьего. То есть это помогает значительно упростить этот процесс. Где найти такое апостольское служение, которое может помогать решать вот эти кризисные моменты, помогать решать внутренние проблемы? Well, as I said, I don't believe that in the sense of New Testament we have mature apostles already. I don't believe that. But it's a process and it starts. And we don't have, if we look at the qualifications of the elders, it's rare to find people who meet all these qualifications. We have to work with what we have. And at the same time, we can work with apostolic ministry that are still growing and still learning, but they learn something that can be helpful for the church. And seek and you shall find. Я, правда, не вижу прямо такого зрелого апостольского служения, которое мы видим в Новом Завете. Но если быть честными, если взять список требований, которые Новый Завет имеет по отношению к руководителям церквей, мы тоже не всегда легко можем найти людей, которые бы подходили идеально под все эти характеристики. Надо работать с тем, что есть. Надо брать то, что у нас есть сейчас, и постепенно двигаться. Например, может быть, несовершенная команда служителей церковных должна искать людей. Да, может быть, они не идеальные какие-то апостолы в библейском смысле этого слова, но это люди, которые хотя бы двигаются в правильном направлении. И ответ такой: ищите и найдете. Чисто теоретически. У нас должна быть апостольская команда, которая помогает старейшинам решать вопрос. Уровень подотчетности старейшин этой команды. First, this church is already existing, and they make a choice, and they look around and they say, oh, we need help, and then they check and find out who would be suitable to them. It's not an apostle coming and I'm your apostle and you submit. It's not this army type of submission. Apostle is a friend, is a helper, and he comes alongside. He's not ruling over the eldership team, and they should become friends as well. It does not work on the basis of, oh, he's an apostle. I can see on his business card, apostle. Okay, now I submit. But it's a relationship, Maybe it starts, this happens many times with me, a church starts inviting me as a speaker. I do a seminar. Then they get to know me, they see there's fruit, it's helping the church, and they invite me again and again, and then a relationship with the leader starts, and we sit together and ask questions and talk about situations in church, and then maybe at one point they say, oh, we want you to be this kind of ministry that we need. It develops. It's just like a friendship. Да, все, конечно же, опять-таки упирается в уровень взаимоотношений. Никто не ожидает какой-то армейской подотчетности, так как это уже существующая церковь, и там есть служители церкви, которые несут ответственность за церковь. Они начинают постепенно искать каких-то людей, от которых они видят, например, пользу для церкви, они видят большую пользу лично для себя. И тогда они начинают приглашать такого человека и развивать с ним отношения, присматриваясь к этому человеку. Это так часто бывает, например, в моем служении. Я приезжаю в какую-то церковь, и все, что от меня хотят, это чтобы я провел, например, семинар на какую-то тему. И когда в конечном счете люди понимают, насколько это полезная вещь для них, для их роста, для самой церкви, они начинают приглашать меня чаще, мы начинаем больше видеться, общаться, мы развиваем по-настоящему дружеские отношения, из которых потом и вытекает это взаимное смиренномудрие и желание подотчетности, когда я готов человеку, которого я уже узнал, которому я уже доверяю, покорить какие-то сферы своей жизни. And I believe that the elders are responsible for their church, and the church does not belong to the apostolic ministry.
And that means at any time of this process of working together, they can say, oh, thank you so much. Now we think we should go on with this ministry. And the apostle can say, no, I'm your apostle. You need to submit. This is just stupid. Так как мы понимаем, что основная ответственность за благосостояние церкви лежит именно на старейшинах по местной церкви, в любой момент времени там, вот этой дружбы с каким-то апостольским внешним служением, какой-то подотчетности, люди могут сказать, окей, мы чувствуем, что Бог нас призывает сейчас двинуться вот в другую сторону, и мы бы хотели привлечь какое-то другое служение для своей церкви. Никакой тогда апостол, несмотря на то, что он, может быть, инвестировал много времени и сил в эту поместную церковь, не может сказать, я тут ваш главный апостол, всем строится. Это совершенно нелепо. But as long as they are working together, the apostolic ministry is more than a consultant. He is in authority. That means there might be cases where he decides to remove an elder because he's not doing his ministry, he's in sin and so forth. And it's not just he gives suggestion and they think, well, maybe we do it, maybe we don't do it. You know, so there is a mandate, and he can establish new elders or change the leadership. С другой стороны, тоже важно понимать, что если это уже какие-то зрелые, развившиеся отношения, апостол это тоже не человек, который просто милый консультант, который попал в церковь и консультирует там старейшин церкви. Если может прийти такой момент, когда, например, старейшины церкви, осознавая поручение, которое Бог верил, например, тому или иному апостольскому служению, они доверяют этому служению до такой степени, что апостол в своей власти может прийти и, например, либо как-то настойчиво дисциплинировать кого-то из старейшин, либо даже такого человека попросить уйти со служения, потому что, допустим, кто-то из старейшин может просто перестать заниматься своим служением адекватно или попадает в какой-то грех. То есть, да, здесь есть еще тоже такой аспект, что важно понимать то поручение, которое Бог возложил на апостолов также. Было ли в служении на личном опыте такие моменты, когда приходилось как-то с властью строго дисциплинировать команду, и как эти команды реагировали, и как вообще это все можно урегулировать? Yes, I had such experiences, and this is always a very difficult thing. And it needs a lot of prayer and patience and discussion and explaining. So, as I said, the apostolic ministry is not a general. I just give the command and you have to do it. Don't ask questions and that's it. You know, it's. He will explain why he's doing what he's doing, and will try to find their approval and their consent so they can work together. Yeah, but there are situations, but I've never had a situation where an elder should be removed and all the other elders says, no, he should stay. I never had this because there must be obvious reasons. He's in rebellion, he's not living a right life, and then the others will know this and say, come on, help us. We have a problem in the team, we are no longer in unity. You know, so it's not they all agree, and then the apostolic ministry says, "Oh, this guy needs to be removed." It's not like this, but it's a tough situation. It is. Да, мне приходилось, честно сказать, за время моего служения применять какую-то дисциплину и даже просить человека оставить служение, но я опять-таки хочу подчеркнуть, что это не как какая-то, не знаю, военная, армейская вещь, когда апостол может прийти и ткнуть пальцем и сказать, вот это сейчас мы сделаем вот так. В реальности это требует очень много терпения, это требует очень много молитвы, это требует какого-то ясного объяснения, почему вещи должны пойти тем или иным образом всей команде. И, к счастью, ну, и это абсолютно естественно, это же не бывает так, что тебя приглашают в ситуацию, когда все, например, вся команда старейшин хотят, чтобы этот человек оставался в служении, но ты пришел, и ты увидел, что с ним что-то не так, и ты говоришь, ой, нет, давайте сейчас этого человека снимем со служения. Тебя когда обычно призывают, как, ну, например, на помощь, когда сами старейшины, команда, они понимают, что с кем-то из членов команды что-то очень сильно не так, что человек либо попал в грех, либо живет какой-то очень уже нездоровой жизнью. И тогда ты приходишь, и ты помогаешь этим людям и укрепляешь их, а не так, что, да, я пришел и просто там во что-то ткнул. Это неприятные, это трудные ситуации, но, к сожалению, иногда необходимые. И они упирают, и ты разговариваешь терпеливо с людьми для того, чтобы все мы могли прийти в согласие. Что помимо смирения должно быть в команде, чтобы она могла успешно руководить церковью? I think the fear of the Lord is the foundation for everything, our personal life and the church life and ministry. And
fear of the Lord is the foundation on which we establish this principle or this lifestyle of discipleship. There's no discipleship without this understanding of the fear of God. And discipleship is necessary to develop people so that they mature and later can become responsible people in the church and get a position of authority and leadership. So all these three are connected. This team leadership, discipleship, and the fear of the Lord. These are the three things that are very much together, and we cannot isolate them. And because the fear of the Lord is just walking in humility, walking in truth, and being teachable, and looking for God to please Him and not to do our own thing. And that is the biggest problem, this selfish ambitions in the church. People want to have power, want to have position, and we need to train people and show them the way how they can die to these selfish ambitions. Нет, как ни крути, все упирается в эти важные три кита. Это вещи абсолютно между собой взаимосвязанные и не способные исключить друг друга. Это правильное руководство, это ученичество и страх Господень. Почему страх Господень? Потому что это единственное верное основание вообще для моих личных духовных отношений, это основание для моих здоровых взаимоотношений внутри церкви, то есть для церковной жизни, и тем более тоже для служения. Очень важно, чтобы люди жили в страхе Господнем, потому что так только мы и можем запустить правильный процесс ученичества, что тоже крайне необходимо, потому что так мы способны подготовить людей, которые впоследствии сами могут сделаться ответственными и смогут служить другим людям. Да, и это все упирается в наши желания, потому что страх Господень – это такое общее название и общее внутреннее отношение для смирения, для сердца слуги, для желания угождать не себе, а для желания угождать Богу, когда волю Божью я ставлю выше своих каких-то собственных амбиций. Это все три взаимосвязанные вещи, крайне необходимые нам всем. So establishing the principle and the lifestyle of discipleship in a church is a preparation and is the foundation that in future years we will have stable people who can take responsibility and be a pillar in the church and carry things. Yeah, that's where it starts. Процесс ученичества тоже, почему мы налегаем на него так много, потому что только процесс ученичества в конечном счете даст нам будущее, когда мы способны взрастить здоровых, посвященных людей, которые будут дальше служить. And the problem with the old system is that there are sometimes leaders who never went through a real process of discipleship. So there's all kind of wrong motives and ideas and ambitions, and that's why it will not work. Discipleship is the foundation. И проблема, например, старой системы тоже отчасти заключается в том, что люди, которые попали в руководящие всякие разные роли в служениях, это люди, которые сами не проходили глубокий процесс ученичества. И поэтому в их служении мы видим такую смесь разных, может быть, мотивов, каких-то потом злоупотреблений из-за этого, каких-то амбиций. И да, процесс ученичества поэтому крайне важен.